Иван Павлович, скажите, пожалуйста, почему мигранты уезжают из Москвы, из России, в принципе? Те санкции, которые были приняты Западом по отношению к России, нанес глобальный удар по Таджикистану. Таджикистан является стратегическим партнером российского государства. На территории России трудится более 2 миллионов граждан Таджикистана. Это практически 4,5 миллиардов долларов отправлял граждане Таджикистана в Таджикистан. Это почти 50% ВВП Таджикистана. Сегодня мы видим, что возвращаются наши граждане домой. Возвращаются практически ни с чем. Очень большой задолженность перед нашими гражданами на сегодняшний день Москва и Московская область. Почти миллиард рублей они недополучили, им не выплачено. По имеющим информации, якобы денег нет. И люди не могут оставаться, потому что за все надо платить. Средства, которые получили наши граждане здесь, в России, они практически все работали у зарубежных инвесторов. Связано было со строительством многочисленных коттеджев и новостроек, которые происходили. Это все были инвесторы зарубежные. И наши граждане там и работали сколько времени. Сумма, которая была им оплачена от 10 в ЖКХ тысяч рублей и доходя до 45 тысяч в строительных компаниях, сегодня, если посчитать деньгами в Таджикистане, это практически то, что получают учителя в Таджикистане. Это неприемлемо и невыгодно. Потому что они прилетают, за это платят большие деньги. Самолетами до 40 тысяч рублей сейчас билет стоит. Даже поезда уже стоят 20 тысяч рублей вместо 7 тысяч. И у каждого мигранта по 4-5 членов семьи на иждивение. Их надо кормить. Возвращается цель, потому что доллар играл глобальную роль в Таджикистане, и курс доллара по отношению к рублю в России были для наших граждан приемлемы. Допустим, получение 33 тысячи долларов, если он зарабатывал, то 500 долларов отправлял на родину. Сейчас, если он как бы не хотел работать, больше 200 долларов, может быть, сейчас даже непонятно, может даже 100 долларов, со 100 тысяч, может такая вот ситуация сейчас мы видим происходит, то лучший вариант ему надо выбрать второй путь. Перед тем, чтобы выбрать третий путь. Второй путь ему возвращаться на родину, потому что практически каждый пятый прибывший из Таджикистана в Россию, они получили большие кредиты в Таджикистане. А получение кредита годовой составляет 118%. Не 18, а 118% Таджикистан дает своим гражданам. Практически, если я получаю 100 долларов в банке денег, я обязан возвращаться больше 200 долларов. Ну, 200 там получается, 20-30 долларов надо возвращать. Этих денег уже нету. И суммы, которые мы сегодня говорим российскими деньгами, возвращать долго невозможно. Но по прибытии в Таджикистан на них будет давление со стороны государства, потому что государство будет требовать свои деньги. А выход какой останется у граждан Таджикистана? Третий путь – выбор. Выбор тех стран, которые сегодня, может быть, в частности, Казахстан. Еще возможно поехать в Казахстан. И я не исключаю вариант для наших граждан в случае давления и невозможно существование их семьи, они будут выбирать и горячие точки. Сегодня более 500 граждан Таджикистана, по той информации, которой мы владеем, они практически все прошли через нашу Россию, Таджикистан или других странах. Они находятся в местах, которые мы называем Серый Ирак, ведут боевые действия. Из них более 40 уже погибших. Даже есть с одной семьи по 2, по 3 человека. Даже есть дети, которые сегодня видят тяжелое положение своих родителей, в частности матери. Они готовы даже свои почки сдать и последующий поехать с одной почки воевать на территории Ирака с Сирией. Мы же видим, что происходит сегодня. Мы видим к тому, что сегодня государство Таджикистан практически не готов принимать такого массового количества граждан, как 1 миллион, которые будут уезжать на родину. Они будут оставаться. Они будут требовать у властей Таджикистана, что делать дальше. У власти практически нет шансов существовать. Последующее объяснит нашему народу. Надо было раньше еще думать. Всегда мы надеялись на советское государство, потому что всегда мы готовили сырье. Это у нас то, что называется с промышленностью легкой. В Таджикистане мы работали и все это давали в центр в советские времена. Сегодня, если в России именно занимался вопросами продажами нефти и газа, Таджикистан торговал собственных народ. Их отправляли на трудовой фронт. Результат мы видим печально заканчивается сегодня, потому что этих мигрантов не было никогда, и сегодня нет социального пакета, как пенсия, хотя бы за инвалидность, то, что они получают здесь. Ну, у нас любой человек может получить инвалидность, не только в России, можно и в других странах.
Но мы видим перед тем фактом, что за 2013, конец 2014 года, количество лиц по сбиту наркотиков, распространителей наркотиков из Таджикистана становится больше. Причину мы все знаем, потому что люди пришли работать в нашем российском государстве, им не выплатили заработные платы. Их даже в заложниках держали. В каком-то плане мы это все знаем прекрасно же. Мы об этом же обращались в прокуратуру, у нас в газетах же есть это уже. И вот это люди сейчас, если когда увидят, что здесь торгуют именно наркотиков в России нашу, именно не рублями, а долларами. Я не исключаю, что количество этих граждан, которые прибывшие из мигрантов, основная масса будет заниматься сбытом и распространением наркотиков, а где-то будут гибнуть российские дети, а российские дети, там же таджикские дети находятся. Многие получили гражданство здесь. Это чума. Чума 21 века. Но опять повторяю к тому, что если будут в таком масштабе ехать, в тех странах будут воевать наши граждане, то, соответственно, со временем они устают, и они будут возвращаться в родные края. Соответственно, Таджикистан станет перед самым страшным, то, что в мировом сообществе не видел. Потому что основная масса это будут таджики. Многие из них хотят мстить за то, чтобы они долгое время ничего не могли добиться. Многие из них хотят добиваться к тому, чтобы была справедливость в конце концов. Многие из них хотят, чтобы был демократический выбор в государстве, то, что никогда не проводил. Поэтому я попросил сюда. Вчера я выступал при комиссии президента по национальным вопросам. И вопросы связаны по труду иммигрантов. Я еще раз убедился, что те люди, которые принимают участие при комиссии, они вообще не заинтересованы в трудовых иммигрантов. Там присутствовал господин Фоменко, если не может быть не так, Анатолий Анатольевич, первый зам Рамадановского. То, что было просили, чтобы именно амнистировать трудовых мигрантов, практически они не совершили преступлений, он категорически был против. Да, это позиция нашего государства. Может, он в этом и прав, я ничего не могу сказать. Но посмотрите, если мы сегодня хотим видеть Россию при нынешнем, в соответствии, как называют, не блокада, а банкротство полностью нашего государства, потому что благодаря Западу, они же всегда были врагами России, же вы знаете прекрасно. Никогда Запад хорошего не хотел от России. Но российский народ, таджикский народ, народ СНГ не нужны были Западу. Им нужны ресурсы российского. В том числе и Украина никогда не нужна была населению Украины Западу. Они хотят очистить двух братов, сделать так, чтобы они в лоб столкнулись и окончательно уничтожили, что территория Украины и Россия были освобождены от людей. От людей, которые у нас жили и дружили благодаря советскому государству и сегодняшней дружбе между народами на постпространстве СНГ. Вот в чем мечтает сегодня Запад. Поэтому валюта сегодняшняя России должна быть намного выше, я думаю, что. И престижная. Надо уйти от долларов, надо уйти от евро. Это заразу надо вообще убрать. И наш народ будет приезжать в Россию. Я думаю, стабилизационный период наступит. Наступит, потому что в ближайшие, может быть, полгода, может, 3 года. Поэтому бояться не надо. И гражданам Таджикистана не надо бояться, потому что в Россию они приехали, благодаря 20 лет Россия кормила наших детей. Россия и сегодня кормит наших детей. И, надеюсь, и в будущем будут приезжать наши граждане. Потому что многие из них еще остаются связи с этим народом, который даже после распада советского государства. И у нас в доме тоже, скорее всего, будет порядок. Но надо всегда быть в этих делах мудрым. Всегда сказал пророк Мухаммед, саллаллаху салам, одном: надо быть справедливо в своем пути. Если вы справедливо все это делаете, если российское государство все справедливо делало на сегодняшний день, против них нашли называемые агрессоры других империалистов, называемые Запад и Америка, они должны за это ответить. Ответить не путем бомбежки, а более грамотным дипломатическим подходом, который сегодня проводит наше государство российское. Поэтому я обращаюсь ко всем трудовым мигрантам. Сегодня день, между прочим, для всех это день защиты мигрантов. Это международный день. Это Организация Объединенных сегодня определила. Я сегодня поздравлял всех наших мигрантов. Потому что здесь, я еще раз повторяю, 2 миллиона. Из них 30% женщин, дети. Дети не до школьного возраста. Приезжают в Россию. Они остаются. У нас практически граждане приезжают в Россию, читать, писать не умеют. С 1 числа начинается самая для нас кропотливая работа. Чтобы сдали люди, это история русского народа, российского государства. Это знание русского языка надо. Поэтому мы здесь проводим занятия, уроки с нашими гражданами. И сегодня же программа «Доброе утро» началась именно с нашего офиса, с тем, что мы проводили здесь уроки русского языка. Поэтому я надеюсь к тому, что и вам будет хорошо. Вы же канал МТВ же, это самый справедливый канал, я себя считаю, самый справедливый. Надо побольше говорить о трудовых мигрантов, о их нужде. А мы обязаны их. Вы должны знать, что это люди наши, это не чужие. Это люди практически такие же люди, которые, как российский народ, в первую очередь русский народ.